Высота по холке. Замерил. Сколько у нас там? 91 сантиметр. Высота по холке. Ну, что-то замерить решился. Это ребята смотрят и говорят, это здоровый, здоровый. Но те-то, которые те года ловил, ну, по крайней мере, 2 штуки, процентов на 20 больше этого были. Это тоже тяжелый агат. Не знаю даже, сколько весит, но больше, чем мешок с сахаром. Тяжелые. Так, сейчас будем замерим от кончика хвоста до кончика носа. Вот. Кончик носа вроде бы примерился. И смотрим сюда. Кончик хвоста. Это у нас метра 80 нет. 1,79 м, так вот. 1,75 м можно взять. Кончик хвоста. Ну, что-то тот волк, который в родовой общине Амга, самиста, у Гималая, который брал, тот, ну, не полтора, ну, где-то. Вот, ноги вот, ну, задняя нога в этой области была. Вот так вот, на глаз, как помню. Где-то вот так вот было. Значит, соответственно, хвост, ну, почти 2 метра было от кончика хвоста до кончика носа. Второй тоже вон лежит. Тоже его выправить, замерить, что ли. Ну, сейчас. Так-то талая уже. Вот. Кончик хвоста. Вот она. У него, видишь, еще спина маленько выгнута. Где-то подавил. Давил, не смог выправить. Здесь 1,73 м. 1,73 м, 1,74 м в этой области. Так, высота по холке сейчас. Ну, высота по холке. Это, ну, 90 не будет. Там 91, 92 было. Ну да, это чуть поменьше. И это что означает? Что это не вожак 4. Вожак 4, значит, ушел. Вот эти 2 его самочки, которых он так старательно всю зиму кормил, аж по пальцу по 2 жира было на них, на спине, когда обдирал. Значит, это не их самцы, так получается. Этот-то по Нилбагару попался чуть подальше. Километров 25, наверное. Не больше. Километров под 40 дальше этих попался. Вот эти вот 2 самочек. А этот километров 40 ниже попался. 60 даже ниже. Так что ихний самец здоровый ушел. Этот след, который как лошадиный говорили след, это значит на ту сторону Амги ушел. Их не самый главный. Мой от Тоскорце не ушел, оказывается. Эти, скорее всего, вот этот вот стой, ну вот с этой стаи, с 4 стай. А вот этот самец-одиночка, который по следам тех 2 ходил. Но за этими-то он, наверное, боялся ходить. А того вот 2-то он за ними доедал. Все,
выслеживал. Волчицу я эту хотел наследство получить от того самца, который ногу сломал, ушел. Ладно, обдирать их надо. Ободрать-то ободрем, натянуть натянем. Это у нас это нынче куда сдавал? Волоком у нас. Атестер. Уже проценты требует с волков. А мне еще 4 шкуры есть. Вот этих двух, вот эти два натянутые. Вот этих двух натяну сейчас. Сегодня еще 4 штуки есть. И как их? По 4000 с каждого платить? Да. Так-то говорят, что, мол, типа, охотник успешно, можно даже дословно процитировать. Охотник успешно, успешно добывающий волков делает это дело государственной важности, так даже написали. А вот премию получить за них бывает сложнее иногда, чем добыть. Ну вот сейчас думай, что с этими шкурами делать. А то все начинают там, о, сколько волков поймал. Там типа заработал. Сразу деньги начинают считать, кто сколько заработал. Погоняйся, попробуй за ними. Столько руки по морозе, до сопли поутирай, сколько я над ними корячился. Ездил, ставил, искал, выслеживал. Вот петля, например, да? Вот она затянулась. Вот так вот затягивается и уже обратно так не пускает. Вот это вот тунгусская завязка. Видишь, это где голова дотягивалась, вот, насколько он разгрыз это, перегрыз петлю-то. Так-то, судя по следам, он не очень долго сидел. Ну так, может, не сидел, а длина где-то по первости она была. Так я натягивал ее, ну, 2 с лишним метра, 2,5. Это короткая петля. Обычно я их делаю где-то 3 метра, ну, чтоб на дерево можно было привязать хорошо. Знаю, понимаю, что нарушаю правила 1,20 м на волка. Кто придумывает эти правила? А куда ее завязывать-то потом? За дерево завязывать. Ну, петли-то за дерево завязывать лучше. Я в свое время погонялся за ними, побегал. Сколько здоровья оставил. За ними бегал. И потом на дерево завязывать начал. Вот на месте сидит. И с такой затяжкой он это самое. Ну, помирает, короче. Если за шею, то затягивает, обратно не отпускает, и уже все. Задыхается быстро. Так вот. Ну вот, одного ободрал. Так-то упитанность тоже очень хорошая, жирный. Спина тоже там вся белая. Вот, где петля брала его. Вот он. Ободрал. Сейчас вот второй остался. Тоже терять будем сейчас. Маленько покурим. Вот
пройдемся. А вон комуса. Волчьи комуса. Вот. Налепил да сложил. Их у меня тоже уже накопилось. Штук 40, наверное. Вон тоже. Из тех волков, 4 волков. Так вот. Хоть бы шить умели. Мои-то бабы. Это работа до хрена тоже баб тоже понять можно. Так, ну вот смотрим, да? Вот на петле сидела, ну, достаточно долго сидел. Да. С неделю, наверное. Ну, чуть может поменьше, 5-6 дней. И вот смотрю, и вот смотрите, он пока на петле сидел. А ну, может, когда ребята на буране подъезжать начали, он начал сильно биться, и вон даже трахея у него петлей сломана. Даже трахею петлей сломал. Ну, там трос 4 была. Он ее очень сильно распушил. И вот доказательство того, что это волк-одиночка, который бегал за теми двумя. То не сильно жирный. Ну вот волку-одиночке-то он все равно остатками питается. Остатками этих двух питался. И вот охотиться-то ему было трудно одному. А вот тот вот принадлежность его стаи 4 головы. Ну вот. Да. Вот к этим волчицам доказывает то, что он жирный. Да, точно я рассудил. Это где-то около 40 километров выше попался, чем эти. Ну, значит, да. Вот ихний главарь точно за реку ушел. А я заметил за тебе. А вот этот волк-одиночка, который за теми да, двумя а я бегал. видел на спине была такая кошка. А я говорю, видите, до какой степени. Даже если бы он перегрыз этот трос, он бы, ну, по-моему, все равно не выжил. Вот такая вот рана. Да, а я видел. Вот считай, шкуру все перетерла. Еще, видишь, трахея ты не надрез, ничего, этот тросом его так разрезал шею ему в Я там казе медведя большого. Вот. Только. Вот обломки трахеи даже видны. Ну. Он живой сидел. Вот до какой степени выносливый зверь-то. Так вот. Так что этот главарь ушел. Спецназ СС. Ушел. Да, может, до весны еще припрется. Он-то все равно сейчас вот этих своих самок, жен-то своих искать должен припереться. Да, и глаза бойком есть зеленые. Вот. Если до такой степени умный, он сообразит, что тут понатыкано. Да, и зеленые бойком есть. Ловушки. И папе, ну, и бойком есть глазами зеленые. Что догадки строить? Вот. Бойками есть зеленые. Что догадки? Время все решит. Он решает все правильное время. Так вот. Вот видишь, как аккуратно петлей срезала. Вот это прижизненное. Вот. Вот так вот круговую кручу у него. Петлей срезала. Аккуратно так. Голова отдельно пришла. Да. Такие пироги. Шкура голова. Вот так. Ну, сейчас этих сдернем. Вот эту я замирал, которая большая самка-то. 1,85 м, что ли. Вот на этом месте мы сейчас попробуем натянуть этого большого волка. Посмотрим на там состоянии, сколько будет шкуры. Ой, ни хрена набубенил. Это считай
Где-то 2,30. 2,20, 2,30 будет по-любому. Натянул-то, будь здоров. Так-то вроде ребята не врали. О. Вот такой стал. Ну так-то 2 метра должно же быть, да? Плюс там еще 2,30 где-то. Ребята не врали. Точно здоровый волк.